В XIX веке равнинные ингуши в силу добровольно-принудительных обстоятельств предпочли лояльность к царской администрации на Кавказе. Однако, многие селения в Горной Ингушетии еще оставались вне зоны влияния Российской империи и были насильственно покорены мечом и кровью лишь во время карательных экспедиций царских войск в 30-х годах XIX века во время Кавказской войны. В ходе принудительного усмирения горной части Ингушетии было разрушено немало культурных памятников материального наследия ингушского народа, монументальных боевых и жилых башен. Об этом факте свидетельствуют архивные источники тех лет в виде писем и донесений, зафиксированных в основном в актах, собранных Кавказской археографической комиссией. В 7-м томе этого сборника описано, как из-за дерзкого сопротивления жителей горного башенного селения Эбан, боевые башни Эбан были подвергнуты разрушению царскими войсками в ходе карательных экспедиций генерала Абхазова. Текст из донесения наместника Кавказа Паскевича военному министру за 31 августа 1830 года. 18 числа, подходя к развалинам села Эбан, авангард был встречен ружейными выстрелами из селения и уцелевших башен. Посланная рота Севастопольского пехотного полка при одном орудии немедленно вытеснила непокорных, но часть их до сих пор возмущалась, запершись в крепкую башню, не переставала производить стрельбу по отряду. Артиллерия не смогла сбить верха башни, пехота не могла сжечь оной, и потому князь Абхазов решился сделать мину и взорвать на воздух башню эту с ее дерзкими защитниками. Башня с окрестными каменными саклями взлетела на воздух и погребла под развалинами отчаянных защитников, а главный из них Маркуст взрывом был выброшен из башни и, к удивлению, найден живым под грудой камней. Следующая карательная экспедиция против непокоренных горных ингушских обществ произошла летом 1832 года под предводительством генерала от инфантерии Григория Розена, в ходе которой также было разрушено немало башенных комплексов. В донесении военному министру Чернышову указывается об уничтожении 3 боевых башен в селении Гули. Следующий эпизод произошел в ингушском селении Цори. В донесении Розена Чернышову от 29 июля 1832 года говорится, как 2 непокорных жителя Цори заперлись в боевую башню и производили оттуда выстрелы по отряду солдат. Затем, чтобы усмирить 2 мятежников, по приказанию военачальника, башня была подорвана. И завершение операции по покорению непокорных селений. Далее в донесении сообщается об истреблении многих аулов в Горной Ингушетии.